Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Во время самоизоляции якутяне стали больше покупать продуктов и товаров и услуг с помощью интернета. Делая покупки через сеть, общаясь в мессенджерах и соцсетях, всюду можно стать жертвой мошенников. Как не стать пострадавшим от виртуальных мошенников, поговорим с нашим гостем. Это заместитель министра внутренних дел, начальник Следственного управления МВД по Якутии, полковник юстиции Александр Лукин. Александр Иванович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько преступлений, связанных с использованием интернета, происходит в последнее время у нас в республике? Есть ли какой-то рост по сравнению, может быть, с прошлым годом? В общем, какая-то, может быть, статистика по этим преступлениям ведется? Здравствуйте. Действительно, мы с вами буквально на эту тему общались в ноябре. К сожалению, ситуация лучше не стала. За ушедший 2020 год на территории республики зарегистрировано 1907 преступлений, связанных с IT-технологиями. Это и мошенничество, и снятие денежных средств с банковских счетов. Когда, как в прошлом году, вернее, в 2019 году было зарегистрировано таких преступлений на порядок меньше. А если точнее, то 1100. Что ж, рост действительно серьезный. Давайте поговорим о суммах. Растут ли аппетиты мошенников? Можно ли говорить о том, что суммы, которые люди теряют, стали больше? В общем, о цифрах касаемо денег расскажите. Да, опять же, возвращаясь к ноябрьскому разговору, когда об этом шла речь, мы говорили о 139 миллионах рублей, которые наши граждане перечислили на счета мошенников. За ушедший 2020 год сумма причиненного ущерба, только вдумайтесь в эти цифры, составляет более 183 миллионов рублей. То есть эту сумму наши сограждане перечислили на счета мошенников. Начало 2021 года, первые 2 месяца, то же самое. Уже более 40 миллионов рублей мы перечислили на счета мошенников. А с чем связано такое увеличение сумм? Может быть, с увеличением просто количества мошенников, которые стали в сети появляться? Или, может быть, изменились схемы? Как обычно действуют преступники? И если говорить о возрасте людей, то по-прежнему все-таки люди более старшего возраста попадаются на крючок мошенников? Или все-таки молодежь тоже стала уже, скажем так, терять деньги? Сумма связана с тем, что на сегодняшний день мошенники очень часто используют так называемые онлайн-кредитование. От имени граждан подают заявки, каким-то образом узнают их анкетные данные, выходят на клиента банка, на гражданина, то есть, и уже высказывать, что на ваше имя оформлен или одобрен кредит на такую-то сумму. Причем суммы очень большие, от 300 до 800 тысяч, а то и больше. И наши граждане, к сожалению, ведутся на это и остаются и в кредитной задолженности. И вот это то, что всю сумму получили, отправляют мошенникам, к сожалению, на якобы орудуют мошенниками. То есть сами же мошенники ухитряются убедить наших сограждан, что они работают и защищают их именно от мошенников. То есть на сегодняшний день схема, которую используют, каждый раз все меняется и меняется. Ухищрение все становится все, как правильно сказать-то, все зловеще и зловеще, что ли. Скажите, а есть даже ли иногда шанс... представляются сотрудниками не только банков, но и правоохранительных органов.
Скажите, а есть ли шанс у людей, которые потеряли десятки, сотни тысяч рублей, даже ряд случаев были и миллионы, по-моему, в Мирном пенсионерка 1,5 миллиона перечислила мошенникам, все-таки вернуть свои деньги с помощью расследования такого рода преступлений? Да, действительно, шансы есть, просто нам надо совместно, во-первых, если гражданин все-таки попал на крючок, во-первых, когда разговор такой ведется по телефону, максимальную информацию надо запоминать, кем представились, с какого банка, на какие реквизиты попросили перечислить денежные средства. Вот эти все моменты надо запоминать, а если в телефоне, то и сохранять. А то встречается, что вот с потерпевшим разговариваем, а люди уже, может быть, со зла, что ли, что попали на руки мошенникам, уничтожают и переписку, и голосовые сообщения, и всевозможные банковские реквизиты, которые все-таки, на которых остается след от преступлений. И таким образом раскрывать и отслеживать, откуда был звонок, кто проводил, установить тех лиц очень сложно бывает. Ну вот приведу пример. Алехминское уголовное дело, которое мы направили в суд в ноябре совместными действиями с уголовным розыском. Там потерпевший лишился, один только потерпевший лишился суммы 5 миллионов рублей. Принятыми мерами ущерб частично был возмещен на 80%. А можно ли говорить о том, что в связи с увеличением количества такого рода преступлений, ну, соответственно, и работы у вас появилось больше, может быть, увеличилось количество киберполицейских? Ну и, естественно, не могу не задать вопрос о профилактике. Какие профилактические мероприятия организует министерство по линии таких преступлений? По поручению министра наши территориальные отделы и Министерство внутренних дел проводят очень огромную профилактическую работу. Вот я перед вами тоже сижу, это тоже одна из методов профилактической, с тем, чтобы как-то довести до наших сограждан, чтобы не попались на уловки мошенников. Какие виды профилактики? Это и выступления в средствах массовой информации, по радио, по телевидению, интернет-мессенджерах, мессенджерах WhatsApp даже. Пока была пандемия, к сожалению, коллективами редко общались, но вот потихоньку ограничения снимаются, и полицейские идут уже в коллективы, в рабочие, там выступают. Вот вы спросили, кто сегодня потерпевший, какой его портрет. Портрет потерпевшего – это работающее лицо вполне в возрасте от 35 до 50 лет, вполне себе зарабатывающий молодой человек. Вот. Ну а какие советы вы бы могли дать всем гражданам, которые по каким-то причинам не стали участниками ваших профилактических мероприятий, до которых еще, скажем так, информация не дошла? Ну, во-первых, быть предельно внимательными. Сотрудники банков, тем более служб безопасности, сами никогда не выходят на граждан и не звонят. Банки, вернее, банковские реквизиты никогда не просят сообщать. Они об этом сами прекрасно знают, какие у нас банковские реквизиты. Совместных никаких операций, о том, что якобы идет операция по поимке мошенников, совместно со службами банковской безопасности, с полицией. Таких операций не проводится. Если проводится, то об этом не оглашается, тем более по телефону. Тут надо быть внимательнее. Ну и вот когда, опять же, разговариваем с потерпевшим, каждый говорит, что да, я слышал, да, я участвовал, да, мне доводили вот такую вот информацию. Однако вот я никогда не думал или не думала, что это меня коснется. А приоткройте, пожалуйста, завесу тайны настолько, насколько это возможно, как проводится расследование таких преступлений, которые были организованы с помощью интернета. Наверняка здесь какие-то особенности работы у следователя обязательно существуют.
Да, ногу со временем нам тоже приходится учиться и IT-технологиям, что такое. Э, Курсы открывают, в том числе и в рамках Министерства внутренних дел Российской Федерации. В Академию управления приглашают на обучение, здесь тоже обучаемся. Следственный департамент МВД России проводит всевозможные занятия на эту тему. Методические рекомендации поступают. Ну, пытаемся быть в ногу со временем. От расследования иных других преступлений процесс, в принципе, не поменялся. То же самое. Сбор доказательств с соблюдением законности, сроков, за исключением вот некоторых технических моментов, которые проводят специальные службы. Ну, не секрет, что зачастую мошенники действуют из других регионов или вообще из-за границы нашей страны. Как организуются следственные мероприятия в таком случае? Здесь организуются командировки в те регионы, откуда поступили звонки. Наши сотрудники объездили всю Россию. Буквально вот каждую точку, начиная с Магадана, заканчивая Калининградской областью. Везде побывали, и Новосибирск, и Красноярск, и Тюмень, Кострома, потому что география совершения мошенничества очень, очень большая. Например, опять приведу пример. Мы расследовали и закончили уголовное дело с направлением в суд. Там 4 мошенников проходило. Их мы привезли с Московской области. Причем потерпевших у нас только по республике было человек 10. Все остальные 30 в других регионах России. Это и Томск, Белгородская, Пензенская, Архангельская, Самарская области, город Москва. То есть вот вы спросили, как расследуются эти дела. Если преступники и здесь, то расследование проводится именно тем органом, который раскрыл данное преступление. Ну и подводя итоги нашей беседы, вопрос такой: можно ли делать какие-то прогнозы по поводу того, какой будет динамика таких преступлений? Все-таки она пойдет на спад или будет увеличиваться, или останется в каких-то разумных пределах? От чего зависит все-таки вот динамика таких преступлений? Очень надеемся, что будет снижение. Все-таки те профилактические мероприятия, которые проводит и министерство, и которые вы нам помогаете, средства массовой информации, за что вам огромное спасибо. Очень надеемся, что все это поможет и будет какой-то спад. Александр Иванович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Действительно, остается нам надеяться, что все-таки дойдут до жителей нашей республики слова о том, чего категорически делать нельзя при общении с мошенниками. Всего доброго, спасибо за беседу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О преступлениях в сети интернет и их профилактике нам рассказал заместитель министра внутренних дел республики, начальник Следственного управления МВД по Якутии, полковник юстиции Александр Лукин. Берегите себя обязательно, носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.